Это туалет как используется? Общего пользования. То есть бишь, сюда в туалет да, ходят, и ведра выносят, и пользуются этим туалетом. Ну, чаще всего приходится выносить Ведра сюда, да. Так как наш район не обустроен под вынос биологических отходов. И нам приходится вот пользоваться одним единственным туалетом. Мы сюда выносим ведра. Также потому что у вас нет здесь грибной ямы. да, вот этого у нас нету. Здесь живете с 2007 года. Да, проживаем с 2007 года. Вот так вот в таких условиях. Когда Да? произошла авария, здесь потекла вода. В итоге последствиями этого всего, что стало вот? Везде трещины, везде звездка вся упала, и сегодня, не завтра, вот с той стороны пойдемте. Так, туда пройдем. И вот так посмотрите, да, дом вот так скосилось в ту сторону, на правую сторону. Вот, железные стыки везде. В том году нынче вот это пластмассовое сделали. И под это везде вода. А вот это, да? Вот. Ну, все, вода же это. На втором этаже была Это произошло после последней аварии. везде вода стоит. Вот эту квартиру затопило. Топило конкретно. Вообще, Вот, даже внутри. не приходят, даже не фиксируют эту трубу. Труба сейчас лопнет, опять вода пойдет. Трещины везде. Так, вот это более-менее. Сколько здесь человек прожил? Семей, квартир? 23 квартир. 23 квартиры. А Какие человек? квартиры? Это просто комнаты. Комнаты. Но Это жилые просто площади. перегородки сделали, и потом еще Перегородки считаете сделали, квартиры. и это все временно как бы. Мы заехали 2007 года. Сколько лет-то прошло? На улице уже 24 год. И вот, и нас обещают переселить с 2019 года. Говорят, вы стоите в очереди, ожидаете, и до сих пор. А когда начали подавать заявки первые, вы, чтобы вас признали В аварийным? 2014 году мы уже С 2014 года мы подаем. Да. Сначала было 67%. То есть, когда 67%, они говорили... Вы еще можете жить. Это Вы еще нормально. можете. Живите, еще хуже живут это, дома в городе. Ладно, успокоились. Потом это ДЖО, они сказали, так и живите, ничего страшного. Прошло 5 лет, опять я пошла бы ты дальше. В каком году? В 19 году. Но это жилье изначально же не жилой объект был. Это не для жилья. Это школа была, во-первых. Даже когда была школой, Тут она была, и школа дом. была аварийной. А Уже депутат, была аварийная. Который он прикреплен к нам, микрорайону Марха, сказал, когда комиссия была в 2014 году, летом он приехал и сказал, что изначально вас сюда не надо было заселять, потому что этот нежилой дом, поэтому нельзя было вас сюда пускать. Ну, наша администрация в безвыходном положении была, и они нас сюда силой затолкали, и все. То есть, если бы в 2014 году они провели обследование полное, можно было бы сказать, что в 2014 году можно было признать дом ветхим и аварийным? Конечно, Да. можно. Конечно, можно было. И сейчас у нас вот авария была, до сих пор стены мокрые, вода, дом искосился под дом, столько воды ушло с тех пор. Постоянно ЖКХ вообще бездействует, никаких отсусов. Вот талые воду до сих пор, вот 1 метр выйдем сейчас на Может, улицу. давайте... тут произошла авария. Вот они приехали, поменяли одну, опять же, сделали пластик почему-то, а вторую железную. И как бы видите, сами можете видеть, батарея тут на весь подъезд одна маленькая. Спасает то, что это второй этаж, и тут намного теплее, чем на первом. Это у нас что? Это для того, чтобы дом не разъехался. Вы это имеете в виду перекладину? Да. Они для того, чтобы дом не разъехался и первый этаж не упал на второй. Это дополнительно было сделано, да? Да. И их, если посмотреть, они вот, По всему... да, по всему дому сделаны. И также они, получается, в подъезде через квартиру на улицу выходят. Окно полностью кривое, также и труба, вот даже если обратить внимание,
она кривая. И также видно на ней то, что ржавчина. Возможно, в любой момент она тоже может лопнуть. Покажи, что задулось. Здесь проживает Ксюша, соседка. покажись. Да, вот. У нее 3 детей. Есть дети до 3 лет. Самому старшему ребенку 7 лет. Получается, проживает вот в квартире. Также можно обратить внимание, стенки все разваливаются. После аварии, которая произошла у нас на 2-м этаже, тут вот все заморожено, двери после аварии рассохлись. Если ее открыть, она потом сама не закрывается. Получается, у Ксюши дома очень холодно. Дети, комната небольшая, квартира, дети, получается, спят на этой стенке. Да. Они, спят здесь, потому что квартира маленькая, комната. И получается, если дверь сильно не закрыть, у нее дома очень холодно. По этому поводу тоже обращались, говорили, но никаких эмоций нету. Да, вот тут все текет. Вот, там пар, не пар идет, это все бежит. Вот вода идет. Да, вот вода, вон там все пар. Это все бежит под дом, под наш дом. Этот дом, еще в нем пожить можно, или все-таки Да нет, тут уже жить невозможно. Даже вот, тут снять, вот заваленку, которую нам управляющая компания начала делать. Вот посмотрите, она начала, разобрала ее и ничего дальше не делает, все бросила. Также в этой квартире проживают дети, семья с детьми. Представьте, она без заваленки, в наши морозы. В минус 50, минус 60, когда будет, дома будет очень холодно. И как дальше проживать в такой квартире?